Согласно преданиям, предки башкир пришли на Южный Урал, следуя за вожаком волчьей стаи. Так возник их этноним. Башкорт означает «главный волк». На протяжении веков башкирский народ пополнялся за счет различных племен, в избытке поставлявшихся Великой степью. К эпохе позднего Средневековья насчитывалось около 40 башкирских родов. Они были рассеяны по территории всей исторической Башкирии, от Камы до Тобола. В нашем фильме мы расскажем об одном из них. Этнография башкирского народа чрезвычайно разнообразна. Ее нынешний родовой состав складывался на протяжении многих столетий. Первые упоминания о башкирах, как таковых, относятся к довольно раннему периоду времени, а именно к VII веку. Однако формирование родовой номенклатуры башкирского народа продолжалось вплоть до периода позднего Средневековья. Тому примером история башкирского рода Дуван. Башкиры рода Дуван с давних времен разделились на несколько частей, каждая из которых образовала самостоятельную территориальную единицу. Олар бит Дувандар Дуван гына түгел, Дуванайлар бар. Олар бит Минделей единделе, шулук вакытта Казан жолундалар, шулук олар Нагай жолундалар, шулук бит Сибир жолундагы ауылдар бит болыстар болып Дувандар битинде битәһе икенден ашу ауылга негиз салган. Ләкин үкенечкә каршы улар әйме төрле тарафтарга таралгандар. Мәсәлән, Туймазы тарафтарында күчеп баргандар битендә, улар кире кайткандар. Действительно, как свидетельствуют источники, башкиры рода Дуван проживали на 3 дорогах Башкирии – Сибирской, Казанской и Ногайской. Башкирия состояла из 4 исторических областей, именуемых дорогами – Ногайской, Казанской, Сибирской и Осинской. Данное слово является русифицированным вариантом монгольского термина «даруга», то есть «наместничество». Деление на дороги было введено в период Золотой Орды. Если обратиться к топографии Оренбургской историка Петра Рычкова, зафиксировавшего родовую номенклатуру башкир середины XVIII века, то можно увидеть следующее. На Ногайской дороге значился Дуванский аймак в составе Табынского объединения. На Сибирской дороге – Дуванский, Таз-Дуванский аймаки в составе Айлинского объединения и Дуванский аймак Кудейской волости на Казанской дороге. Зафиксирована отдельная Дуванская или Дуванейская волость. Башкирский этнограф Раиль Гумерович Кузеев писал: племя Дуван 6-7 столетий назад было одним из крупных образований в Башкирии. Им же была опубликована генеалогия, включавшая в себя Иштека, легендарного предка башкирского народа и его сыновей. Вопрос происхождения и общей схемы ранней истории башкирского рода Дуван получила достаточное освещение в работах ученых. Гораздо менее известно о причинах возникновения отдельных клановых структур дуванцев, разбросанных по 3 дорогам Башкирии. Что заставляло их мигрировать в разных направлениях и где находился их коренной юрт? Иштек деген башкұрт болған, әйтелер ол яшаган Сырдария, Амудария бойында деп, һәм Иштектің көп балалары болған. Менә мәсәлән, монда мен язып алганса, Иштектің Түбәләс, Тырнаклы, Харт, Тамян, Үсәргән, Күбәләк, Бәкәтүн һәм Дуван дигән улдары булган. Һәм мен уйлавымча, Дуван именно безнең Дуван кабиләсе, Дуван районы салса береге булып тора дип. Как можно заметить, имена перечисленных сыновей Иштека соответствуют названиям башкирских племен северо-востока исторической Башкирии. А что говорят о происхождении дуванцев исторические источники? Как актовые источники, так и фольклорные свидетельствуют нам, что Дуван – это прежде всего род, тесно связанный с табынцами. Там, где мы видим дуванцев, Дуванскую волость, Дуванейскую волость, обязательно мы находим признаки, указывающие на какие-то отношения с родом Табын.
То есть, очевидно, это одно из подразделений рода Табын, но всегда рассматривающее себя как бы в стороне от коренной структуры табынцев, и это нашло отражение даже в Шежере. Шежере башкир рода Дуван однозначно говорит в пользу родства с табынцами. Согласно родословной, предком дуванцев был Юлбуга, приходившийся родным братом родоначальнику табынцев Майкы-бию. Согласно данным персидского источника XIV века Рашид ад-Дина, Майкы или Байкы-бей был одним из сподвижников Чингисхана в ранге тысячника. Затем служил Джучи-хану, а после его смерти стал командующим войск правой руки у Бату-хана. По окончании Великого Западного похода монголов в страны Восточной и Центральной Европы Майкы-бей со своим улусом обосновался на просторах Зауралья и Сибири. Башкирский автор XIX века Мухаммед Салим Умедбаев писал, что Майкы-бей, оставив берега Крыма и Кубани, перейдя воды Кубани и Волги, достиг устья Яика. Оттуда поднялся вверх по Яику и, заняв земли от верховьев Яика до Тобола и Иртыша, сделался большим ханом. Будучи представителем племени Табын, Мухаммед Салим собрал уникальные сведения о своих предках, извлеченные им из устных и письменных источников и изданные в виде сборника материалов под названием «Ядкар», то есть «Памятки», в 1897 году. Мухаммед Салим Умедбаев – башкирский поэт, писатель, переводчик, этнограф. Происходил из дворянской семьи. Сын начальника 25-го кантона башкирского войска Ишмухамеда Умедбаева. Кузеев также полагал, что род Дуван возник в этнической среде крупнейшего башкирского объединения Табын. Его теоретические выкладки ныне подтверждены эмпирическим материалом. Генетические исследования показали полное совпадение ДНК табынцев и дуванцев. У тех и других доминирует гаплогруппа R1A. Ученый-генетик из Томска Владимир Волков пишет: в связи с высокой вероятностью генетического происхождения дуванцев и других майкы-биевичей от индоиранских племен, следует указать на гипотезу об индоиранской основе племен Дуван и Табын. В связи с этим вспоминается, что Майкы-бей в башкирских Шежере именуется Уйшин Майкы-беем. Уйшин – название одного из племен улуса Джучи. По мнению исследователей, уйшины восходят к объединению ираноязычных племен II века до нашей эры, известному по китайским хроникам под названием Усунь. Таким образом, происхождение башкир-табынцев и дуванцев нужно относить к миру сако-сарматских кочевников Евразии. Со ссылкой на некие старинные рукописи Мухаммед Салим Умедбаев писал о существовании Табынского ханства, включавшего в себя 17 племен и охватывавшего территорию от реки Урал до Иртыша. Конечно, некоторые детали сообщения писателя нельзя понимать буквально. Например, квалификация так называемого Табынского ханства именно как ханство некорректна, поскольку в рамках Золотой Орды ханами могли быть только потомки Чингисхана. Тем не менее, существование в Заурале и Сибири крупного политического объединения Табын несомненно. Что касается рода Дуван, то его этноним возник из социального термина «дуван», имевшего хождение в Золотой Орде и постордынских ханствах. Так, например, в 1489 году казанский хан Мухаммед Амин прислал к ногайскому правителю Мусабею своего человека Хашкилдей Дувана о сватовстве. Таким образом, дуваны выполняли дипломатические, фискальные и казначейские функции при различных ханах. Не случайно у казаков дуваном именовался общий сбор с целью дележа добычи, а выражение «дуван-дуванить» значило «делить трофеи». Термин «дуван» произошел от арабского слова «диван», обозначавшего исполнительный орган в мусульманских странах. А поскольку ханская вертикаль власти подразумевает определенное разделение функций между кланами, которые составляют основу ханской власти, то сам термин «дуван» нацеливает на нас на поиск той функции, которую выполняло это подразделение. Очевидно, следует обратиться к самому понятию «дуван» как обозначению титула
значение которого можно перевести как советники или как распределители ханского имущества, своего рода такие хозяйственные исполнители. Младшим братом Бату-хана был Шибан, один из командующих Великого Западного похода монголов. Ему достались в удел просторы Западной Сибири, Зауралья и Казахстана. После пресечения генеалогической линии Батыя именно потомки Шибана, шибаниды, стали единственно законной династией. В основанном ими сибирском ханстве ведущую роль играли башкирские кланы Табын, Кушчи, Салжиут, Айле. По всей вероятности, из их же среды выбирались ханские чиновники – дуваны. Со временем потомки этих самых дуванов и образовали отдельное подразделение дуван внутри Табынского объединения. О пребывании дуванцев в Зауралье свидетельствует топонимия. В Тюменской области протекает речка Дуван, приток Пышмы. В Челябинской области есть озеро Дуван-Куль. Общеизвестно, что в прошлом эта территория была вотчиной башкир племени Табын. Например, города Челябинск, Чебаркуль, Верхнеуральск и другие населенные пункты были основаны с разрешения Тархана Кара-Табынской волости Таймаса Шаимова. Вообще все перемещения, все миграции дуванцев следует, видимо, сопрягать с перемещениями табынцев. Мы знаем, что коренной юрт табынцев находился на востоке, то есть Тобол и Сеть, с которых начинается вот это движение на запад еще в конце 15 века. Этих миграций было несколько волн, в том числе и обратных миграций на восток. И в данном случае дуванцы, очевидно, всегда в данном случае находились рядом с табынцами. Однако, по какой причине произошло переселение значительной части табынцев и дуванцев из Зауралья в Приуралье? Предание, записанное Мухаммед Салимом Умедбаевым, на сей счет рассказывает, что табынские князья Асади-бей и Шекарли-бей находились в подчинении у двух ханов сибирского юрта из рода Чингисхана по имени Ибак и Шайбак. Эти ханы поставили цель истребить всех беев. Некто из близких к ханам людей сказал этим двум беям: «Спасайте свои головы, иначе погибнете». После этого Асади-бей и Шекарли-бей, сев на коней, бежали. Ханские люди не смогли их догнать. Таким образом, большая группа табынцев и дуванцев перешла на западную сторону Урала. Предание в былиной форме отражает события второй половины 15 века, когда в сибирском юрте разразилась междоусобная борьба между двумя ханами – Ибрагимом и Мухаммедом Шейбани-ханом, прозванных башкирами Ибаком и Шайбаком. В войне победил Ибрагим-хан, поэтому дуванцам и табынцам, являвшимся сторонниками его злейшего врага, пришлось спасаться бегством. Большая группа дуванцев в конце 15 века поселилась в долине реки Ай и вошла в состав Айлинского объединения, образовав подразделение Дуван-Айле Сибирской дороги. 450 ел улардың бұл тараптарда уже ауылдарға негіз алған деп бара. Әйтергә кирәк, бұл Дуан ыруының әймәнәй иң күбе уйышып яшәгән төбәге безнең Мәсетле районы. 17 авылга негез алып, әлеге экономия китабында мен исәпләп сыгардым. Улар әйлеләргә караганда да иң күп авылларга негез алган булса, әгәр дә Дуан-Ай авылларын индергәндә. В прошлом вотчинные земли башкир-дуванцев охватывали более обширную территорию по сравнению с нынешним ареалом их расселения. Название села Дуван в Дуванском районе наглядно свидетельствует об этом. Біздің ердар, Дуван ердары, міне Башқұртстан Төньяк Көнсығыш районында заманында бик зур ер билеп тұрған. Әйтәйек, әлеге мәлдә Мәсетле районының ердары, яртыһы. Балақата районының ердары керек, Қыйғы районының ердары, шуланық Дуван районының бір өліші кірген була. Түрлі қортымға беру бойынша башқа ырулар келіп, мәсәлән, Харт ыруы келіп отырған болған, оларға ердәрін бергендер. Шулай Дуван қасабаһы бар битендә, оларға менә урыстарға ердәрін беріп, шулай итеп бүлгеләнеп, ердәре кәмегәндән кәмегән. Әлеге мәлдә менә Башкорт Дуван ыруына кергән авылдар әле хана үткән ошо Мәсетле районында, Балақата районында һәм Кыйгы районында урнашкан. Дуван районында әле бер генә Дуван авылы юк.
Башкиры сибирской дороги вошли в состав русского государства позже остальных, лишь в первых десятилетиях 17 века. Дело в том, что, будучи исторически тесно связаны с сибирским юртом, они до конца поддерживали хана Кучума и его преемников. Лишь заключение союза между кучумовичами и калмыками, перекочевавшими из Монголии, и возникшая в связи с этим угроза калмыцкого порабощения оттолкнула башкир сибирской дороги от их бывших сюзеренов. Біздің дуан рауының ұраны салават, тандал, нейхе ағасы терек, құшы шұңқар біздің дуан рауының. Тамғағы хәнәк менен әуіріне біздің дуан рауының тамғалары. Ол тамғалар бик көп битинді. Біздің дуан рауының тамғалары шулай. В 17-18 веках долина реки Ай всегда была эпицентром повстанческих движений на сибирской дороге. Не случайно полковник Тевкелев, прославившийся своими зверствами в ходе подавления башкирского восстания 1735-40 годов, писал, что айские башкиры всех прочих башкирцев непокорливее и злодейственнее. И всякое неспокойство, во-первых, происходит от айских башкирцев. Одним из предводителей данного восстания был Мандар Карабаев. Мандар Миндияр Карабаев, старшина Дуванской волости Сибирской дороги, один из предводителей башкирского восстания 1735-1740 годов. Мандар Карабаев участвовал во многих дерзких операциях повстанцев. Например, в 1737 году он вместе с муллой Куваканской волости Бепеней Туруббердиным разгромил отряд Ямбургского драгунского полка. В самый критический момент движения у восставших возникла мысль о провозглашении его военным диктатором. Один из них показывал: Мандара называли мы ханом смехом и говорили ему, что будешь хан. Также и он называется ханом, смеяся. В XVIII веке, вероятно, по причине постоянных мятежей и их жестокого подавления, массы башкир сибирской дороги стали переселяться на территорию Казанской дороги, где они становились припущенниками на землях тамошних башкир. По документам было известно, что ряд селений нынешнего Туймазинского района были основаны алинцами, но каких именно подразделений было неизвестно. Завеса тайны приоткрылась совсем недавно. У жителей села Балтаева Туймазинского района Мубаряка Хуснуддинова имеется родовое шежере, доставшееся от родителей и которое совпадает с родословной рода Дуван-Айле. Правда, в нем Майкы-бей и Юлбуга являются не братьями, а отцом и сыном. Однако это не меняет сути дела. Ясно, что перед нами дуванская генеалогия, и, следовательно, жители Балтаева и ряда других сел данного района являются дуван-айлинцами. Балтайлар припущенниклар келіп, мына шу башқа жерлерден жерні алып, айбет, шул жерні ішкертіп, өзлерінің тіге қиғы туған яқларында өзлерінің нелерін, вотчинеларын олар сақлағаннар, оларының мәнер юғалтмағаннар. Айлы башқұртлар бұл хисаплана. Балтай, Туван бишенді, Нөркөй, ауылларына келген башқұртлар, Йылан башқұртлары жеріне келіп орнашқандар. Әйінде тегі Ярмұхамед, Түпкелді, Үрмәкәй ауылларына келген, Шықады тамаққа келген нелер башқұртларында олар тек әлі қанығылы деп аталған шул башқұртларының жеріне келіп орнашқандар. Среди жителей названных селений до недавнего времени сохранялась не только память о происхождении, но и многие культурные традиции предков. Біздің башқышын башқұртлар, шөнкі башқұрт болғаны шул қадар не белгілі. Әбейім менің құрайны ұста етіп ойнайтырған еді. Оның құрайы әр вақытта да әлік кеште дейбіз өтінде еврейләтірған шул кеште үстінде тұрадыр. Біз аңа бара едік, қайтқашта түшәбіз, мұна бізден астағына тұралар еділер. Түшәдірік құрайны ұятады, башқұрт жерларын, башқұрт келерін матур етіп ойнайды. Башқұрт жерін өзі матур етіп жерлейді. Шуңа шатып, менің әтейім бек ұста ұйыл, башқұрт нейлі Урал келерін матур етіп жерлей тұрғаны. Мұна башқұрт нейлері, тұрып қадәтлері біз сақланып қалған енді бүтін нейлер.
Однако миграции дуванцев происходили не только в западном, но и в северном направлении. Башкирский писатель, поэт и просветитель Гарифулла Кииков писал в одной из своих работ, опубликованных в журнале «Шура» в 1913 году. А теперь я перехожу к переселившимся из Иля, Дуван, в Пермскую губернию, в Осинский и Кунгурский уезд родами. И далее он приводит обширное шежере потомков некоего Мемчекбея, которая завершается следующей сентенцией. Сами себя они хотят называть башкирами, и жители Казани называют их башкирами. А почему в паспортах и билетах у них написано «ясачный татарин», причины этого они и сами не знают. Когда двигаешься по автотрассе Р-315, соединяющей Уфу и Пермь, в стороне остается селение с загадочным названием Удельно-Дуваней. Это старинное русское село, основанное, судя по названию, удельными или дворцовыми крестьянами, то есть принадлежавшими императорской фамилии. Вторая часть названия Дуваней указывает на родовую принадлежность данной территории. Как считал этнограф Раиль Гумерович Кузеев, название «Дуваней» является русифицированным вариантом названия «Дуван». Есть также мнение, что слово является композитным термином, состоящим из этнонима «Дуван» и частицы «Ай», отражающей название Айлинской волости. Дуванайдар туруп калгандар деп айттым бүтүндө. Ошол жерде эле Сакмагаш, Кушнаренко кетиришкен бөлүнүштөрү. Ошондо 10га жакын ауылмы ушул тиреле улар жашайдар деп маалымат бар инде тарих документтарда. Улардын жерлери байтак болгон. 18-сыбатта Агылдын оң як ярында улардын жерлери бүтүнлөй калмайт дегенде бир маалымат окугайным. Элеге мелде унда мына Дуванай ыруу вакилдери жашарга тийиш. Действительно, судя по данным ревизии населения XIX века, метрических книг Оренбургского Магометанского духовного собрания, сельскохозяйственных переписей начала XX века, которые проводили власти Российской империи и Временного правительства, значительную, а где-то и большую часть населения многих селений данного региона составляли башкиры-дуванейцы. На могильном камне, найденном на заброшенном кладбище деревни Мавлютово Кушнаренковского района, высечен этноним «Дуваней», что красноречиво говорит о родовой принадлежности жителей данного селения. Перевод образования в местных школах на татарский язык привел к смене национальной идентичности у многих из них. Однако уничтожить историю невозможно. Командир 4-го башкирского полка Асылгужа Бакиров, живший в ауле Каракучук, нынешнего Чекмагушевского района, а в 1814 году скакавший на своем аргамаке по улицам поверженного Парижа, вошел в ее анналы именно как башкир-дуванеец. В селе Аблаево того же района родился башкирский писатель Акрам Вали. Из села Бакаево Кушнаренковского района происходит актриса и драматург Рагида Янбулатова, певица и профессор Академии искусств Милюша Муртазина, а также герой Советского Союза Абдулла Валеев, погибший на фронте. Его соплеменник из Мечетлинского района, такой же герой Советского Союза, летчик-штурмовик Куддус Латыпов, с победой вернулся домой. Башкиры рода Дуван населяют следующие селения Мечетлинского района Республики Башкортостан: Дуван-Мечетлино, Буранчино, Каранаево, Куршалино, Старо- и Новомещерово, Тугбаево, Новояушево, Азангулово, Гумерово, Таишево, Есиново. В Кигинском районе к селениям дуванцев относятся Абзаево, Алагус, Масяково, Юсупово. В Белокотайском – Еныбаево, Медятово, Мунасово, Айгырьял. Башкирами рода Дуваней основаны следующие селения Чекмагушевского района: райцентр Чекмагуш, села Аблаево, Новоросмикеево, Рапатово, Старо- и Новокалмашево, Калмашбаш, Каракучук, ныне Урняк, Кусикеево. В Благоварском районе к селениям дуванейцев относятся Старокучербаево и Ахметово. В Кушнаренковском районе башкиры-дуванейцы проживают в Бакаево, Нижнее и Верхнее Саитово, Байталлы, Чершат-Артыш, Мавлютово, Талбазы, Росмикеево, Купаево. Кроме того, дуван-айлинцы населяют селения Балтаево, Тюбкильды, Чукады-Тамак, Нижние Бишенды, Ермухаметово, Туймазинского района.
В рамках одной программы невозможно отразить всю многовековую историю башкирского рода Дуван. Драматическая, порой по-настоящему трагическая судьба данного подразделения еще ждет своего исследователя, который смог бы восстановить его прошлое во всеобъемлющей полноте. Многое утрачено, но осталось главное – славное имя Дуван, в котором закодирована генетическая память его носителей.